Сегодня ваш ангел-хранитель сообщает нечто очень важное. Она сообщает вам, что кто-то из начальства принял решение, которое повлияет на вашу жизнь, и новость, которую вы получите, будет поразительной. Вскоре люди будут связывать ваше имя с известностью. Подумайте немного о том, что означают эти слова. Вы собираетесь сделать важный шаг, который привлечет внимание к вашим способностям, достижениям или уникальным качествам. Через вашего ангела Бог хочет, чтобы вы подготовились к предстоящему вам невероятному путешествию. Ваша связь с сознанием ангела принесла вам небесное послание. Подписывайтесь на наш канал, если вы верите, что Божественное Сознание защищает и направляет вас. В жизни каждого человека наступает момент, когда его упорный труд, преданность делу и мастерство получают признание и грандиозную славу. Выбор, сделанный этим важным человеком, говорит о том, что пришло время и вам обратить на себя внимание. Это может быть выбор, направленный на поддержку вашей работы, демонстрацию ваших способностей или предоставление вам возможности, благодаря которой вы окажетесь в центре внимания. Ваш ангел-хранитель говорит вам, что этот выбор был сделан потому, что вы особенный и многообещающий человек. Вы упорно трудились над выбранной профессией или путем, совершенствуясь в ней и посвящая себя ей. Ваша целеустремленность и преданность делу не остались незамеченными. Теперь Бог подготавливает все условия для того, чтобы ваше имя стало на слуху у людей. Обретение славы – это волнующее и преобразующее событие. Оно открывает новые возможности, помогает познакомиться с большим количеством людей и дает шанс изменить мир к лучшему. Но важно относиться к обретенной славе с уважением, изяществом и сильным чувством собственного достоинства. Ваш ангел-хранитель говорит вам, что слава – это не самоцель, а скорее способ реализовать свое предназначение и поделиться с миром своими уникальными дарами. Это возможность мотивировать, вдохновлять и создавать позитивные изменения в жизни других людей. Когда все больше людей начинают знать ваше имя, примите обязанность, которая с этим связана. Когда ваше имя начинают узнавать в далеких странах, это нормально – чувствовать волнение и беспокойство одновременно. Ваш ангел хочет дать вам понять, что вы готовы перейти к следующему этапу своей жизни. Напишите 11 часов 11 минут, чтобы подтвердить свою веру в свои способности, ведь именно они привели вас к этому моменту. Верьте в путешествие, которое вам предстоит, и знайте, что ангельское царство сопровождает вас на каждом шагу. По мере того, как ваше имя будет становиться все более известным, вы можете получать как похвалу, так и критику, поскольку и то, и другое имеет свои аспекты. Это усиливает как похвалу, так и критику. Оставайтесь верными себе и своим убеждениям, не меняйте себя. Окружите себя любящими друзьями и близкими, которые поддержат и помогут вам в это время перемен. Вы станете знаменитым ненадолго, но это поможет вам достичь большего и лучшего и вырасти как личность. Это возможность использовать свое влияние, чтобы сделать мир лучше, вдохновить других и оставить после себя неизгладимый след. Смиритесь с обязанностью быть знаменитым
и используйте ее для того, чтобы продолжать расти и совершенствоваться. Слава может быть как даром, так и вызовом. Ваш ангел-хранитель хочет, чтобы вы не отвлекались, укрепляли свою внутреннюю силу и поддерживали связь со своим духовным «Я». Не забывайте, что слава – это не единственный способ измерения успеха или счастья. Это всего лишь еще один шаг на вашем пути, способ дать миру возможность увидеть ваш внутренний свет и то, что вы меняете к лучшему. Сохраняйте связь со своей целью, своими интересами и тем, во что вы верите. Это те реальные вещи, которые приносят радость и счастье. Ваш ангел-хранитель хочет, чтобы вы знали, что он всегда будет рядом с вами, даст совет и поддержит, когда вы не знаете, как поступить. Они дадут вам силу, мудрость и безопасность, необходимые для преодоления трудностей, которые возникают в связи с тем, что ваше имя становится все более известным. Гордитесь тем, чего вы добились, чтобы пройти этот путь, но при этом сохраняйте смирение и благодарность за открывающиеся возможности. Верьте, что этот божественный процесс происходит в нужное время. Примите славу, которая идет к вам, и позвольте своему свету сиять в мире прекрасным и значимым образом. Наберите 1010 и нажмите «Нравится» на этом видео, если вы доверяете Божьим планам. Я знаю, что вы доверяете. Если у вас есть вера, покажите мне ее. День за днем ты просыпаешься с ободрением, зная о моей любви и поддержке. Однако я вижу, как ты борешься со своими обязанностями, и, несмотря на свою глубокую веру, иногда заявляешь, что занят, отстраняясь от общения со мной и позволяя заботам и страхам постепенно заполнять твою душу. Хотя мы и раньше знали об этом, но устранили вместе. Переведено с помощью www.dplace.com/translator, бесплатная версия. Я заметил, что если вы не пьете живую воду, которую я предлагаю вам во время наших молитв, то ваше сердце иссушается само по себе, хотя вы чувствуете себя хорошо и укрепляетесь благодаря своей вере. Я хочу поздравить вас с этим, но и мягко предупредить, вы на правильном пути. Но есть риск, что вы можете немного отклониться, если перестанете желать моего божественного прикосновения. У вас есть вера, это ясно, но вы должны позволить моему Святому Духу полностью наполнить вас. Я готов наделить вас божественной и сверхъестественной силой, которая поднимет вашу веру на такой уровень, где чудеса и дивные явления будут еще более великими и удивительными, чем вы когда-либо могли себе представить. Более 2000 лет назад я дал вам обещание, и теперь настало время открыть свое сердце, чтобы принять мое прикосновение. Не волнуйтесь, если сейчас вы не совсем понимаете. Не нужно стремиться к тому, чтобы чудеса происходили вашими собственными силами. Эта божественная сила будет дана вам в минуту молитвы, когда вы со смирением и готовностью сердца преклоните колени, отдавая себя полностью из любви. Я не могу доверить этот драгоценный дар гордому духу, тщетно ищущему одобрения окружающих или человеческих титулов. Я ищу смиренное и кающееся сердце, которое признает свои ошибки и стремится служить мне искренне и самоотверженно, не жаждая внешнего признания.
Я хочу, чтобы вы сосредоточились на моей воле и не искали земных наград или обманчивых заветов. Вы тот человек, которого я ищу, и я рад, что нашел в вас сердце, готовое к лепке. Подойди, пройдись босиком по берегу этой реки, почувствуй прикосновение чистой, кристально чистой воды к своей коже, позволь ей шаг за шагом очищать и оживлять тебя. Погрузитесь в воды, позвольте реке смыть мысли о поражении и нечистоты вашего разума. Отдайте свое сердце, и в тот момент, когда мой Святой Дух окутает вас, вы ощутите перемены в своей жизни, в своей семье и в своем образе мышления. Я дам вам сверхъестественную силу, чтобы преодолеть ваши страхи, и мое благословение снизойдет на ваш дом. Передайте свои заботы в мои руки и верьте. Верьте, что я могу решить то, что кажется невозможным. Перестаньте пытаться справиться с ситуацией по-своему, когда эмоции выдают вас. Уделите время моему присутствию, чтобы мои руки наполнили вас миром и новой надеждой, принеся сверхъестественную уверенность. Напишите 1212, если вы доверяете Иисусу. Ваш облик будет отражать спокойствие, стабильность, уверенность и мужество. Ваши противники не увидят в вас ни страха, ни слабости, ни малодушия. Мой Святой Дух в вашей жизни – это ваш ответ и ваш выход. Вы достигнете гораздо большего, если откроете свое сердце, отвернувшись от зла и поставив меня на первое место. Вы позволите мне преобразить вас по моей воле. Я укреплю вас, чтобы вы мужественно встречали трудности и смотрели в лицо любой ситуации. Та робость, которая еще сохраняется в вас, рассеется, рождая новое сердце, сердце чемпиона, победителя, побежденного, победителя, навсегда исполненного непоколебимой веры. Ваша победа над бедой начинается сегодня, но ваш триумф был одержан много веков назад. Вы должны только верить в это и просить об этом с верой. Держа в руках мое слово и помня мои обещания, устремите свой взор на приз, который вас ожидает. Используйте свои таланты с энтузиазмом и устремите свой взор к конечной цели. Ваша борьба заключается не в том, чтобы произвести на кого-то впечатление, а в том, чтобы одержать духовную победу в сверхъестественном мире. Ваша борьба реальная, а не с фантазиями. Пока другие ходят по кругу, вы выходите в центр бури, встаете во весь рост, поднимаете меч и размахиваете знаменем, стремясь к победе. Буря утихнет, когда вы прибьете свое знамя к завоеванной земле и отправитесь в путь. Я посылаю вас встречать беды без страха, зная, что у вас есть моя поддержка. Я защищу вас от опасностей и разрушителей. Ты много раз побеждал, помня, что я был твоим щитом и крепостью, когда ты взывал ко мне. Я протягивал к тебе руку в твоей слабости и вызволял тебя из зыбучих песков. Вы живы и здоровы, нынешние беды уйдут, насмешники будут посрамлены. Никто не сможет помешать мне благословить вас. Я защищаю вас своей святой мантией, мой щит охраняет вас, и мои ангелы-воины готовы защитить вас от пожирателя. Ваше будущее находится в моих руках. Я ваш всемогущий и суверенный Бог. Моя вечная любовь, терпение и забота окружают вас.
Я исполню свою волю в вашей жизни. Вы будете верить в меня и не будете огорчаться из-за сплетен и вредных слов. Слова злопыхателей развеются по ветру, и вы забудете о печали, которую они вызывают. Вы не впадете в уныние, потому что почувствуете мою любовь. Вы откроете дверь своего сердца и заблокируете злые слова, которые пытаются управлять вашей судьбой. Я люблю вас многими способами. Я наполняю вас мужеством и уверенностью, отделяя ваши эмоции от чужого мнения. Прежде чем придавать значение ядовитым языкам, вспомните, что я знаю вашу истинную сущность, ваше благородное сердце. Вас ожидает особое предназначение, и я дал вам семью и других людей, которые любят вас и оказывают вам различную поддержку. Потратьте свое время на поиски меня, на служение мне, на заботу о близких и на помощь нуждающимся. Напишите 888, чтобы подтвердить это. Я могу быть использован для того, чтобы вы стали источником благословения для вашего города и примером праведности и честности. Вы будете наставлять людей следовать за мной, поэтому я даю вам ободрение и силу. Моя цель – позволить вам стать благословением, через которое я буду совершать великие чудеса. Я прошу вас не бояться ничего и никого. Я изолью в вашу жизнь столько благословений, что вы будете заливаться слезами радости. Не отчаивайтесь, я слушаю, защищаю и помогаю вам. Я тот, кто исцеляет и избавляет вас, кто спасает и процветает. Я призываю вас искать меня всем своим существом и не забывать о чудесах, которые я готовлю для вас. Я желаю, чтобы вы обрели покой и нашли время, чтобы быть внимательным, слушать меня и погрузиться в мое слово. И если вы чувствуете, что мой дух касается вас, и понимаете, что пришло время изменить свою жизнь, я призываю вас отпустить гнев и плохую компанию. Сегодняшний день – это день полного погружения в реку моей любви. Когда я говорю с тобой с нежностью, я прошу тебя не отвергать меня. Когда я зову тебя с нежностью, я прошу тебя не игнорировать меня. Мои исправления – это знак моей любви к вам, и именно тогда вы должны больше всего прижиматься к моей сладкой любви. Я здесь, чтобы спасти вас от врага и защитить ваше покаянное сердце от всякого разрушения. Просьбы, которые вы с верой приносите мне каждый день, исполняются. Я также жду тебя каждое утро, и меня трогает то, как ты обращаешься ко мне, твоя уверенность в своих словах. Вы знаете, что я отвечу вам, что я внимателен к вам и никогда не оставлю вас. Когда ты почувствуешь усталость, я буду рядом с тобой. Ты можешь прийти и отдохнуть на моем плече, поговорить со мной. Я твой друг и не осуждаю тебя, твои тайны не сердят меня. Всегда помните мои слова, повторяйте их мысленно. Мои обещания помогут удержать ваши мысли в настоящем, и ваши чувства станут сильнее. Будущее открывает новые возможности, и только те, кто решительно и с верой движется вперед, получат победу в мое прекрасное время. Дверь примирения открыта для вас. Утвердите свой путь прощением обидевших вас людей, и к вам вернется уважение, вы станете признанным лидером в своем обществе. Вы поможете многим.
Будьте готовы и верьте в это, не бойтесь, ибо вы ни в чем не будете испытывать недостатка. Вы получите изобилие и будете мудро распоряжаться им, умножая его в смирении, стоя на коленях в молитве. Благодарите за благословения, которых вы ожидаете, даже если некоторые из них еще не пришли. Ваша молитва сильна и услышана у моего небесного престола. Слова, исходящие из ваших уст, подобны мечам, разрушающим уныние, сомнение, печаль и депрессию. Говорите вслух, не переставая благодарить. Поднимите руки и воздайте хвалу. Вы участвуете в духовной битве, и плохие чувства покидают ваш дом, чтобы никогда не вернуться. Вскоре в вашем доме воцарится тишина. Открывайте двери и окна без страха, ибо ничто плохое не может войти. Напишите «Спасибо, Господи» и поделитесь этим видео с 5 людьми, которые доверяют Богу. Мои ангелы окружают вашу семью, готовые защитить от духовных нападений. Поймите эту истину: вы не продукт случайности. Я выбрал вас и написал историю вашей жизни еще до того, как создал Вселенную. Я смотрел на вас с любовью еще до вашего рождения и решил наделить вас несгибаемым характером и стойкостью победителя. Я хотел, чтобы жизненные бури и неприятия окружающих придали вам силу чемпиона, и вы знаете, что все ваши страдания сделали вас сильнее многих. Действуйте, зная, что я обращаюсь к вам с этими словами, давая вам уверенность и убеждение в том, что в вашей жизни ожидает важная цель. Пришло время исполнения моей воли. Оставь жалобы и недоумения, они принадлежат тем, кто отверг мой совет. Я пришел к ним и говорил с ними напрямую, хотя они и утверждают, что любят меня, но не верят. Пожалуйста, не подражайте их пути, не ищите у них поддержки и не просите помощи. Если вы ищете друзей, которые бы ежедневно ободряли вас, то вот они – Отец, Сын и Святой Дух. Вам больше ничего не нужно. В моем присутствии у вас есть все, что нужно для успеха. Если вы хотите, чтобы мои обещания исполнились в вашей жизни и в жизни вашей семьи, положитесь на это слово и не полагайтесь на людей в вопросах мотивации и счастья. Ваша помощь и сила исходят от Всевышнего, а не от людей, которые вас подведут. Сегодня особенный день, который запомнится вам надолго. Пора двигаться к цели, веря в то, что вы переходите в сверхъестественный мир, где ваши мечты обязательно сбудутся. Время пришло, день настал. Я люблю вас, когда вижу, что вы встаете без мужества и тащите за собой уныние, которое разрушает вашу душу. Я смотрю на вас с милосердием и любовью, я чувствую, что никто другой не понимает, через что вы проходите. Молчи, пока дух твой сокрушен, не желай говорить с другими, но со мной ты можешь. Иногда вы вините себя за проблемы, с которыми сталкиваетесь, но я не осуждаю вас. Я пользуюсь возможностью показать вам свою любовь, а не указывать на ваши ошибки. Я жажду вашего спасения, а не того, чтобы вы отвернулись или погрузились в чувство вины и отчаяния. Я простил ваши недостатки, забудьте и вы их. Вступите на новый этап свободы и радости, оставив позади печаль, грусть и разочарование. Не позволяйте горечи овладеть вашим духом.
Я понимаю, что это трудно, но если вы возьмете меня за руку, я помогу вам. Доверьтесь моей благодати и силе. Действительно, многие нападали на вас, творили несправедливость, причиняли боль, но я пришел, чтобы спасти вас. Оставьте все это, примите возможность почувствовать мою любовь и наполниться добром. Крики отчаяния останутся позади, темные ночи в вашей душе закончатся, и свет моего присутствия озарит вашу жизнь. Откройте глаза, слушайте внимательно. Я несу благую весть. Когда на вас обрушатся новые беды, вспомните мои слова. Я твердо обещаю, что счастье, которое я дам вам, никогда не иссякнет. Сосредоточьте свое внимание на моем голосе, который говорит с вами с любовью и уверяет вас, что я – решение ваших тревог и страданий. Доверьтесь мне, отдайте мне свое сердце, верьте и ждите в дни изнеможения, когда вам кажется, что вы больше не можете этого вынести. Приблизьтесь ко мне, и я дам вам силы, в которых вы нуждаетесь, и наполню вас миром. Аминь. Как прекрасно, когда мы с тобой разговариваем. Я люблю поддерживать вас и радуюсь, когда вы приходите ко мне за помощью. Встаньте сейчас с этой чудесной уверенностью, что я благословлю вас во всем и дам вам помощь. Я люблю тебя таким, каким ты был, каким ты есть и каким ты будешь. Дело закрыто, ваши недостатки стерты, вы прощены. Я больше не помню ваших грехов. Вы приняли смелое и прекрасное решение, вы решили оставить прошлое позади и идти по истине. Ваша решимость упорствовать в моем слове и до конца верить в то, что выбор мудрый, заставит других увидеть в вас все то, что вижу я. Вы ценный и умный человек, который знает, чего хочет, и понимает, какие усилия и мужество требуются для этого. Вы осознаете, что вера в мое слово и молитва – более мощное оружие, чем все скрытое, чем может напасть на вас враг. Вы твердо стоите на скале истины, вы – наследник моего вечного завета. Я защищаю вас любовью и заботой, но вы также окружены моим святым воинством. Встаньте смело, идите и спасайте своих родных, которые отдалились от меня. Силой моего слова сокрушите врата ада. Есть много благословений, которые принадлежат тебе. Я дал их тебе по милости и любви, теперь твоя очередь бороться за них решительно и смело. Но позвольте мне удалить то, что мешает вам жить. Я хочу отполировать вас так, чтобы вы засияли, как бриллиант. Боритесь за свою семью, идите и зарабатывайте свой хлеб. Не бойся и не нервничай, когда перед тобой открываются возможности, все, что ты делаешь, во благо и во имя будущего твоих близких. Мои глаза блуждали по миру и встретились с твоими. Я смотрел на тебя и видел в тебе сердце храброго воина. Сегодня я услышал ваши молитвы. Взывайте, если хотите жаждать моего присутствия, как слуги. Взывайте к потокам воды, и ваша жаждущая душа тоже. Взывайте ко мне днем и ночью. Я испытал твою веру, я позволил тебе пройти через пустыню, чтобы проверить, насколько чиста и сильна твоя вера, способная стать несокрушимым и помазанным мечом. Ты прошел это испытание с высокой и чистой верой, не оглядываясь назад и не поддаваясь боли.
И хотя пот капал с тебя от боли, ты больше не любил этот мир. Ты знаешь, что я тоже умею плакать, и мои слезы падают на твою душу. Я плачу от счастья. Ты тот человек, которого я ищу, чтобы явить миру свою любовь. Я только прошу тебя любить меня всем сердцем и разумом, не быть равнодушным к чужой боли, не быть равнодушным. Я тронут тем, что вижу, как вы любите меня и как вы всегда готовы поддержать свою семью и быть инструментом благословения для вашего народа и вашей страны. Не прячьтесь, я говорю с вами. Даже если вам кажется, что ваши мечты устарели с годами, правда в том, что я могу возродить все ваши желания, и это наполнит вас глубоким желанием подняться и жить так, как никогда прежде. Вы станете жить более насыщенной жизнью и уже через год достигнете тех целей, которые, как вам казалось, вы потеряли. Вы все еще думаете о тех плохих последствиях, которые чуть не разрушили вашу жизнь из-за ошибок и грехов. Но я говорю вам сейчас, поверьте мне всей своей верой и силой, напишите 777, и если вы верите в него, ваше дело уже закрыто. Не тратьте время на то, чтобы сидеть в темноте, унывать, не представляйте себе тех, кто так не простил вас. Они потеряли благословение прощать. Вы остаетесь здесь со мной и не вернетесь на прежнее место. За это время я посадил вас, и я привел вас туда, где вы находитесь. Я ваш защитник и одновременно судья. Ваши грехи оплачены, вам не придется платить за них снова. Последствия, а вы страдали от них в пустыне, вы уже пережили. Та река живой воды, те зеленые и живые деревья, которые вы видите перед собой, реальны, это не оазис, придуманный от отчаяния. Я здесь с распростертыми объятиями и с актом вашей свободы. Ты больше никогда не будешь рабом или пленником. Скажи мне, прокричи об этом. Запишите это, расскажите об этом всему миру, я прощен. Я жив, мое дело закрыто, нет ни суда, ни наказания, я получаю прощение и открываю свое сердце для Иисуса. Сегодня я принимаю решение встать и жить, мои мечты сбудутся, потому что Иисус – моя жизнь, мой путь и моя истина. Меня и мою семью не ждет прекрасное будущее с благословениями и счастьем, не сдерживайтесь. Испытания не вечны, и если вы возьмете меня за руку и не отпустите, то пройдете через это трудное время с высоко поднятой головой и сияющим от моей власти лицом. Я хочу, чтобы многие узнали правду. Вы никогда не были оставлены своим Небесным Отцом. Одни отказывали вам в возможности поверить в себя, когда вы рассказывали им о своей ситуации, другие прямо отвергали вас, обвиняя в проступках, но никто, абсолютно никто, не пришел утешить вас. Они вам были не нужны, у вас была я с вашей верой, иногда сильной, иногда слабой, вы прошли через это и пройдете сейчас. Вы не попадете в это пожирающее течение, вы не утонете, ваш конец еще не наступил. Я хочу, чтобы слезы, стекающие по твоим щекам, превратились в капли счастья. Увидьте прекрасное будущее, которое надвигается на вас, борьба подходит к концу, проблемы, с которыми вы сталкиваетесь сегодня, скоро закончатся. Когда ты почувствуешь свободу, ты побежишь ко мне, и мы по-отцовски обнимемся.
Я снова возьму тебя за руку, и наш путь продолжится. Пусть ваши ноги устали, но путь свободен. Сейчас самое время, не будем терять времени, давайте вместе идти к прекрасному этапу в вашей жизни. Открой занавески своей души. Пусть войдет мой свет и развеет безнадежность. Советы, которые вам давали, и страх улетучится, когда ваши эмоции и мысли почувствуют мое присутствие и заполнят все пустые комнаты. Я изгоню те бурные воспоминания, которые уже пустили корни. Здесь больше нет места ни для кого. Вы впустили меня, я здесь. Я напишу своей рукой в книге ваших снов все прекрасные и удивительные планы, которые у меня есть для вас. Я свет, я жизнь, с момента сотворения Вселенной я думал о тебе, и рядом со мной ангелы небесные тоже ждали этого дня. Напишите 333, если вы верите в этот день. Мы празднуем в Небесном Царстве, что ты решил отдать мне свое сердце и отдал мне первое место во всем. Ты знаешь, что есть враг, который притаился, как рыкающий лев, и ждет, когда ты будешь неосторожен, чтобы украсть, убить и разрушить, намереваясь отнять у тебя радость и заменить ее болью и одиночеством. Я есть путь и истина. Вы получили моего Святого Духа, который всегда будет вести вас. Не выходите на улицу с голодным сердцем в надежде получить совет от любого, кто захочет стать вашим проводником. Поступая так, вы будете преуспевать, сохраняя благодарное отношение. Относитесь ко мне серьезно и уделяйте мне время, которого я заслуживаю. Откройте свою Библию, там я буду говорить с вами. Я открою вам в притчах то, чего вы не должны делать, и я расскажу вам в свидетельствах о чудесах, которые могут произойти, и в вашей душе я буду нежно шептать мои псалмы и мои притчи. Вы будете учиться у моих слуг, которые, хотя тоже терпели неудачи и были слабы, но вера их возвышала их в моих обетованиях. Они верили, останавливали пасти львов, побеждали армии, терпели гонения, у них отнимали имущество, но они не сдавались, потому что познали меня и имели непоколебимую уверенность в том, что мое царство – это не материальные вещи, а вечная жизнь и сила моего воскресения. Я дверь, через которую вы должны войти, и здесь, у моего святого престола, вы найдете любовь и понимание, исцеление и силу, сладость и нежность, мудрость и терпение. Не ждите внимания и ласки от этого жестокого мира, а продолжайте жить так, как живете. Крепко верьте в меня, ибо я никогда не разочарую вас. Я возвещаю вам новые времена, когда люди теряют надежду и видят, как рушатся планы, которые они боготворили. Нации разделены, богатство исчезает, возможности иссякают. Но вы будете продолжать жить под сенью Всемогущего. 1000 падет на твою сторону, 10 000 по правую руку, но до тебя это не дойдет. На последнем суде вам будет открыт безопасный вход в мои небесные обители. Здесь и сейчас вы будете продолжать получать благословение за своим столом. Не будет недостатка в хлебе, обновятся ваши внутренние желания, желание работать, учиться новому и всеми силами осуществлять свои желания, потому что вы знаете, что у вас есть моя помощь. Хотя мир может насмехаться над вами и преследовать вас, не бойтесь.
Остановитесь, когда почувствуете себя слабым, когда надежда затуманится и вам покажется, что выхода нет. Навострите уши, и вы услышите меня. Я выведу вас из беды и обращу в бегство всех, кто желает вам зла. Запомните это и произнесите вслух. Ваши испытания скоро закончатся. Я обнимаю вас с любовью, чтобы вы почувствовали, что это не просто слово, что если я говорю, то вы верите, потому что я всегда говорю с вами с нежностью и правдой. Аминь. Напишите «Аминь», чтобы получить эти благословения сегодня, если наши материалы вас вдохновили. Оставляйте свои положительные комментарии. Мы ценим вашу поддержку, ставя лайк, делясь и подписываясь на наш канал. Спасибо за просмотр.